Форум «Туриндустрия» прошел в Уфе. Залы башкирской выставочной компании собрали на 3 дня ведущих туроператоров региона. Здесь можно было заглянуть в настоящую башкирскую юрту, погладить и сфотографироваться с ездовыми лайками. Свой стенд впервые на выставке представило башкирское отделение Русского географического общества. Многочисленные посетители выставки могли ознакомиться с деятельностью РГО в Башкортостане, узнать о его проектах и экспедициях. Также в рамках форума прошло награждение победителей 8-го республиканского детского интернет-конкурса «Птицы Башкирии». Мы поехали в поселок Муаяс. Я сидела около окна, и когда я посмотрел на поле и увидел эту птицу, и попросил папу остановиться, и ее сфотографировал. Ивану Воробьеву из Салаватского района удалось сделать редкий кадр бородатой неясыти. Эта птица из семейства совиных занесена в Красную книгу. По словам организатора интернет-конкурса, кандидата биологических наук Полины Полежанкиной, ежегодно юным фотографам удается запечатлеть редкие виды в самых разных уголках республики. Одна из номинаций этого сезона была фото с птицей Башкирии. Там, в принципе, были в том числе редкие, занесенные в Красную книгу Башкирии, виды птиц запечатлены на фотографиях. В том числе бородатая неясыть, допустим, была сфотографирована возле деревни Гусевка в Салаватском районе, прислали на конкурс и стала одним из победителей эта фотография. В этом объединенном сезоне лето-осень 8-го интернет-конкурса «Птицы Башкирии» было больше 4000 участников, 4169 участников, которые прислали 4619 работ. Победителей у нас порядка 35. Это как и победители основных номинаций, так и отдельно у нас награждаются лучшие работы детей-инвалидов и сирот, поощрительные призы за рисунки спецы года, и также награждаются лучшие руководители, от которых было наибольшее количество участников. В этом году на конкурс жюри было прислано 4619 фотографий и рисунков. 35 работ были отобраны членами жюри. Призы победителям подготовили башкирское отделение Русского географического общества, санаторий Янгантау и детское радио. Вот смотри, здесь для тебя же такой конвертик от детского радио. Я просто с мамой приехала, с папой, с кем? Я поясняю, здесь, вот как мы говорим, что дети должны, отдыхая, все равно получать какую-то новую информацию, должны умнеть. И вот здесь лежат пригласительные билеты в очень интересные места здесь у нас в Уфе, для того, чтобы можно было и отдохнуть, и узнать много нового. Например, вот пригласительный билет в музей «Интеллект». Возраст участников конкурса от 4 до 17 лет. Многие ребята участвуют в нем не первый год. Кто-то даже стал опытным орнитологом благодаря интернет-конкурсу «Птицы Башкирии». Городской конкурс экскурсоводов «Уфа туристическая» проводится в столице республики уже в 4-й раз. И, как отметила председатель конкурсной комиссии, начальник управления по предпринимательству, потребительскому рынку и туризму Луиза Макшукова, с каждым разом он набирает обороты. Более 40 презентаций своих туристических маршрутов представили на конкурс его участники. В этом году первый этап конкурса прошел в Башкирском государственном художественном музее имени Нестерова. На суд жюри конкурса в этом году были представлены интереснейшие экскурсии и турмаршруты. Например, конкурсантка Елена Бодри рассказала о прошлом парке имени Якутова. Некоторые факты из истории этого любимого места отдыха уфимцев стали открытием для участников конкурса. Цель, конечно, нашего маршрута – это популяризация чтения, вернуть незаслуженно забытые литературные произведения и рассказать о тех людях, литераторах, кто жил у нас в Уфе, или, по крайней мере, те, кто послужили прототипами многих литературных произведений. Андрей Янкин представил на суд жюри бесплатный социальный маршрут тайны литературной Уфы. С уфимским стрит-артом присутствующих познакомила Гульнас Харисова. Я приехала в город Уфу год назад, и первый микрорайон, в который я попала, это был микрорайон Сипайлово. То, что я увидела в микрорайоне Сипайлово, это граффити, посвященное Наталье Ковшовой. Оно настолько заинтриговало меня, что впоследствии я решила узнать вообще об истории этого граффити и, соответственно, познакомилась с другими арт-объектами, которые имеются в городе Уфе. Я не профессиональный экскурсовод, это моя первая экскурсия именно на публику. С детьми, со взрослыми экскурсий я еще
еще пока не проводила. Но у меня есть огромное желание все-таки попрактиковаться и освоить этот вид деятельности. Интересную тему в своей презентации туристического маршрута раскрыла Екатерина Детинина. Она назвала экскурсию «Уфимская правда о войне». Тема моей экскурсии, она посвящена именно труду в тылу. То есть не все подвиги совершались, естественно, на фронте. Это героизм солдат. Он вечен, и мы должны его помнить. Но и в тылу делали все, чтобы как раз этот солдат смог сражаться. И поэтому Уфа, как мы знаем, тыловой город, никогда фронт Великой Отечественной не приблизился к нашему городу. Тем не менее, я считаю всех тружеников тыла такими же солдатами. Архитектурные изюминки столицы нашей республики показала в своем маршруте уфимская геометрия Айгуль Шарипова. Присутствующие вместе с участниками конкурса прогулялись по Деме и по Черниковке, побывали в таинственных уголках Уфы. По мнению члена жюри, председателя гильдии экскурсоводов Республики Башкортостан Марины Игнатьевой, в этом году участники конкурса заявили очень интересные и насыщенные новой информацией туристические маршруты по Уфе. Радостное чувство, что столько молодых экскурсоводов, что сегодня очень необычные новинки в темах и, конечно, особое преподнесение этого материала. Вот это радует. Первое скажу, 43 участника. 4-й конкурс. За эти годы вот какой рост у нас. Второй этап конкурса «Уфа туристическая» прошел уже в Национальном музее Республики Башкортостан. В его залах экскурсанты показали свое мастерство музейных экскурсоводов. Я предлагаю вам познакомиться с ратными подвигами легендарной 112-й башкирской кавалерийской дивизии в годы Великой Отечественной войны. Вы узнаете о становлении дивизии и о боевом пути. Я вас приглашаю в зал. Самым востребованным залом для экскурсии стал для участников конкурса зал, посвященный Великой Отечественной войне. Кто-то выбрал темой подвиг легендарной шаймуратовской дивизии, кто-то рассказал о героях тыла. Мы с вами идем дальше. И перед вами такая музейная инсталляция. Она у нас находится не просто так. Это символ девонской нефти. Интерес участников конкурса и членов жюри вызвали конкурсные экскурсии в зале этнографии. Особенно выступление Айгуль Шариповой, которая познакомила гостей музея с башкирскими свадебными обрядами. Тут продолжался несколько дней и даже недель. Свадьба представляла собой взаимные визиты родственников жениха и невесты, сопровождавшиеся угощениями, весельем и чередой обязательных свадебных обрядов. Свадебный костюм, в который одета Айгуль, изготовила ее мама. Это типичный женский костюм дилаирских башкир. Кстати, в первом этапе конкурса «Уфа туристическая» Айгуль рассказала об архитектурных особенностях застройки нашей столицы – уфимская геометрия. Так она назвала свою презентацию. Мне эта тема, свадебные обычаи и традиции башкирского народа, очень близки, так как я тоже через все эти обряды прошла, когда выходила замуж. И я решила более углубиться в эту тему, чтобы понять их сакральный смысл, значение этих всех обрядов. Вероятно, конкурсной комиссии, кстати, очень компетентной, будет довольно непросто определить победителей в этом состязании экскурсоводов. Но главное не в этом. 4-й городской конкурс «Уфа туристическая» показал, что в столице растет число молодых и способных гидов и экскурсоводов. Это востребованная профессия. И радует то, что в новых маршрутах и темах новые специалисты своего дела смогут достойно представить наш город перед гостями со всей России и со всего мира. Итоги 4-го открытого конкурса «Уфа туристическая» были подведены в столичной мэрии. Участников конкурса поблагодарил заместитель главы администрации Уфы Илгиз Насырдинов. Он отметил, что Уфа становится более узнаваемой для туристов, журналистов и инвесторов со всех уголков земли. Грамоты и благодарственные письма столичной мэрии были вручены известному уфимскому краеведу Анатолию Чичухе, председателю гильдии экскурсоводов Марине Игнатьевой, исполнительному директору регионального отделения РГО Риме Галеевой и другим активным организаторам конкурса. Первое место среди экскурсоводов-профессионалов жюри присудило Гульнас Харисовой. Презентация своего маршрута Гульнас Даниловна показала свободное владение материалом и эмоциональный настрой. Поздравляем вас! Также дипломантами стали Айгуль Шарипова, Екатерина Детинина, Андрей Янкин. Эту книгу мы выпустили в этом году. Это история братьев Ханаковых,
которые изучали Башкирский край. Они были первыми членами Русского географического общества. Свои дипломы и благодарственные письма участникам конкурса вручило башкирское отделение Русского географического общества. В 2018 году Башкирское региональное отделение Русского географического общества реализовало целый ряд проектов, утвержденных попечительским советом общества. Наиболее значимыми и важными для республики являются следующие. В результате кропотливой и целенаправленной работы было принято решение о создании природного парка Зилим, необходимого для сохранения реки Зилим и уникальной природы пещерных систем Гафурийского района на площади более 36 тысяч гектаров. Большую лепту региональное отделение РГО внесло в описание и развитие территорий геопарка Янгантау, который претендует войти в мировой список ЮНЕСКО. Региональное отделение, благодаря финансовой поддержке Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, а также Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз Уфа», провело благоустройство Аскынской ледяной пещеры и прилегающей к ней территории. В короткие сроки были построены гостевой дом, автостоянка, навесы для отдыха и приема пищи, туалеты, появились 3 моста через реку Малый Аскын по дороге к пещере. У подножия горы и у входа в саму пещеру сооружены беседки для отдыха туристов. Ключевыми проектами стали конкурсы «Уральский барс» и «Башкирская кругосветка». «Уральский барс» был создан в прошлом году и сразу же приобрел массовый характер среди туристов со всей России. Мало того, в нем приняли участие даже граждане Канады, Австралии и Турции. В этом году проект «Уральский барс» привлек участников из десятков регионов России. Не меньше туристов приняли участие и в башкирской кругосветке. В прошлом и нынешнем году региональное отделение установило стелы в 5 географических точках Башкирии. Крайне на севере в Янаульском районе, на юге в Зианчуринском, на западе в Бакалинском и на востоке в Учелинском районах. Центр Башкортостана был обозначен в Гафурийском районе. Кроме того, в Кушнаренском районе была обозначена особенная точка с географическими координатами 55-55. Это уникальное место на планете, где совпадают по цифрам северная широта и восточная долгота. Среди конкурсных проектов Башкирского регионального отделения РГО ставшие массовыми и популярными проекты «Атлас птиц Уфы», ежегодная природоохранная премия «Рыцарь леса», школа юных географов и многие другие. В этом году Башкирское региональное отделение Русского географического общества организовало экспедицию на главный хребет Северного Кавказа. Благодаря поддержке правительства Кабардино-Балкарии в Чегемском районе рядом с пиком Кайсына-Кулиева была найдена безымянная вершина высотой 3555 метров. Башкирская экспедиция во время восхождения установила на ней табличку с именем и стихами народного поэта Башкортостана. Решением правительства Кабардино-Балкарии отныне она носит имя «Пик Мустая Карима». Башкирское региональное отделение укрепляет и международные связи. Благодаря поисковой работе было найдено место крушения французского самолета и летчиков в 30-х годах прошлого столетия на территории Краснокамского района республики. Французский экипаж выполнял беспосадочный полет по маршруту Париж-Токио. Региональное отделение организовало конкурс на лучший проект памятника погибшим авиаторам. Совместно с посольством Франции в Российской Федерации идет работа по сбору средств для его строительства. В планах на будущий 2019 год новые важные проекты и мероприятия, направленные на созидание и развитие нашего Башкортостана и великой России. Мы рады приветствовать вас в стенах нашего университета, Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы, который является главной площадкой по написанию географического диктанта. На главной площадке республики в Башкирском государственном педагогическом университете имени Мифтахиддина Акмуллы собрались сотни уфимцев, интересующихся географией, экологией, историей и культурой России, чтобы проверить свои знания в международной образовательной акции «Географический диктант». Он проводится в стране в 4-й раз, и в этом году, кроме россиян, в нем приняли участие жители Аргентины, Коста-Рики, Германии, Украины, Кореи, Вьетнама и ряда других стран. Башкортостан, по словам координатора проекта в республике, члена Совета Башкирского регионального отделения РГО Закиры Латыповой, подготовил для проведения акции наибольшее количество площадок.
очень приятно это осознавать, что мы лидируем по России по количеству площадок. По территории республики у нас зарегистрировано 449. Одной только не хватает до 450, да. И я очень надеюсь, что мы пропорционально будем и по количеству участников лидерами в России, мы по количеству участников, пока площадок лидеры, и надеюсь, что мы по количеству стубальников тоже. Очень надеюсь на это. А так, очень активно в этом году зарегистрировали площадки из городов Стерлитамак, там 25 площадок, Сибай, там 13 площадок. Из районов первое место занимает у нас Кармыскалинский район, 24 площадки. Очень отрадно, что Абзелиловский район в этом году очень активно. В прошлом году они совсем не активные были, там 23 площадки. В Баймакском районе у нас 21 площадка, и вот самые лидирующие районы. Но, к сожалению, есть, конечно, и районы, которые проспали, к сожалению. Например, Белокатайский район. И в городе Белебей нет ни одной площадки. А так во всех районах и во всех городах довольно большое количество площадок у нас в этом году. Еще одна новая деталь в географическом диктанте 2018 года. Целый ряд в лекционной аудитории педуниверситета заняли люди в военной форме. В полном составе на диктант пришли сотрудники башкирского военкомата. В этом своя подоплека. Министр обороны России Сергей Шойгу является президентом Русского географического общества. Благодаря виртуозному ведению диктанта, а в роли модератора выступил известный шоумен и телеведущий Дима Каретко, 45 минут, выделенных на диктант, пролетели моментально. Вопросы были не из легких. Вопросы, как всегда, сложные. Отвечать было трудно. Рука тянулась к телефону, но я сдерживал себя, не подглядывал, отвечал честно, потому что это же для себя делаю, чтобы понять свой уровень знаний географии. Получил удовольствие, потому что на некоторые вопросы знал ответы. Допустим, вот не зря путешествовал на остров Итуруп. Знал, какой у нас самый высокий остров, водопад на острове, допустим. Поэтому надо больше путешествовать, и, наверное, будет проще делать этот диктант. По мнению исполнительного директора регионального отделения РГО Римы Галеевой, нынешний географический диктант был рассчитан на очень широкий кругозор участников. Он не ограничивался лишь географическими понятиями и терминами. Очень много было вопросов, которые вот на кругозор. То есть люди, которые, наверное, много путешествуют или много читают о путешествиях, им, наверное, легче было всего ответить на эти вопросы. Поэтому молодежи больше увлекаться, читать книжки и путешествовать. Свой опросник на географическом диктанте в Башкирском государственном педагогическом университете заполнил также председатель регионального отделения Русского географического общества, писатель и путешественник Камиль Зиганшин. Добавим, что в этом году вариант диктанта состоял из двух частей, по 15 вопросов в каждой. Части различались по степени сложности. Оцениваться они будут по 100-бальной шкале. На каждом бланке, выданном участникам, свой идентификационный номер. Благодаря ему можно узнать свой результат на сайте diktant.rgo.ru. Башкирию называют краем тысячи пещер. Действительно, на ее территории насчитывается 1100 исследованных пещер. Однако на самом деле их значительно больше. Никто не знает, сколько еще подземных дворцов и лабиринтов нам предстоит открыть, какие тайны вселенского масштаба они хранят. Самыми известными пещерами Башкирии являются Капово, Шульганташ, Мурадымовская и Аскынская ледяная пещера. Башкирское региональное отделение Русского географического общества создало новый спелеологический маршрут «Подземное царство Башкортостана», который объединил эти три уникальных природных памятника. Маршрут начинается в Уфе. Далее туристы следуют в Архангельский район, в деревню Аскино, рядом с которой находится Аскынская ледяная пещера. Она является крупнейшей на Южном Урале полостью мешкообразного типа. Реликтовый ледник в пещере не тает полностью даже жарким летом. Чтобы лучше сохранить его, на входе в пещеру был построен специальный защитный экран. Древнее подземное хранилище льда, возраст которого старше возраста человечества, представляет из себя огромный подземный грот, заполненный ледяными скульптурами, созданными природой. Здесь есть стадо ледяных мамонтов, снежная королева, хозяин пещеры, трон. Рядом с пещерой бьет соленый родник.
На территории, прилегающей к пещере, силами РГО построен гостевой дом, оборудована автостоянка. Для удобства туристов сооружены 2 беседки для отдыха. Также недавно была построена безопасная лестница для спуска в пещеру. Благодаря солнечной энергии освещена сама пещера. Следующий пункт остановки на маршруте – биосферный заповедник Шульганташ в Бурзянском районе. Здесь находится Капова пещера, которая благодаря рисункам древнего человека претендует войти в список культурного наследия ЮНЕСКО. Шульганташ – одна из крупнейших многоэтажных карстовых пещер Урала. Спелеосистема имеет протяженность ходов более 3 километров и состоит из 3 высотных уровней. Имеет натечное образование, подземные озера. В процессе ведущихся исследований пещеры описываются новые сухопутные и подводные ходы – сифоны. После посещения пещеры участники спелеомаршрута на выбор проходят радиальный маршрут по заповеднику или сплавляются по реке Белой. Следующая остановка – в Кугартинском районе республики, в природном парке Мурадымовское ущелье с посещением Новомурадымовской пещеры и пещеры Глубинный Грот. В подземную систему Мурадымовского ущелья входят более 40 пещер. Наиболее известны Старомурадымовская, Новомурадымовская пещеры и Глубинный Грот. Общая длина ходов Новомурадымовской пещеры 1850 метров, а глубина 108 метров. Названия гротов говорят сами за себя. Концертный зал, приют топографа, грот добрых фей, мечта геолога, чертов мостик. Особую красоту пещере придают живописные кальцитовые натеки на стенах. Необыкновенно притягательна для туристов и пещера Глубинный Грот. В настоящее время ведется ее благоустройство, которое будет завершено в 2019 году. Продолжительность спелеомаршрута «Подземное царство Башкортостана» – 6 дней. Его протяженность – 830 километров.